Ой, добрый день. Давно мы все с вами не виделись. Рады всех увидеть, услышать. Вот, очень заняты были. Сделали мы за это время много работы. Можем даже похвастаться. Сейчас у нас, вот было сколько, 68 собак. Сейчас у нас на сегодня 41 собака. И хочу прям поблагодарить. У нас в страны Европы уехало 36 собак. Это Германия, Голландия, Франция, Англия. К очень хорошим людям, очень добрым. И поэтому я хочу сказать, нас ничто не разделяет. Люди мы везде, все люди одинаковые. Даже теперь и языки у нас будут скоро одинаковые. Поставили мы программу «Переводчик» и очень плотно общаемся по поводу, как живут наши животные. Вот, мы очень рады этому. Так, ну а в приюте мы сделали огромную работу, провели. Ну, благодаря, конечно, нашим двум мужчинам, которые на протяжении 6 лет работают каждые, вот, все выходные, сделали прекрасный забор, огородили. Теперь наши собаки никому не мешают, и наших собак никто не дразнит. Получается почти 50 квадратных метров, не, погонных метров, нет, больше, 80 погонных метров сделали. Красивый забор, мы вам покажем его, ворота и калитки. Это мы хотим расшириться, немножко у нас есть участок земли, хотим его привести в порядок. И еще тогда возьмем около 10 собак щенками. Укрепили вольеры, сделали еще 3 дворика добавочных для выгула животных. Сейчас, вот прямо сейчас, несмотря что сегодня у нас метель, снег, пурга, вот мы тут какие все в теплых одеждах. Вот наши мужчины пришли, это Андрей, Вячеслав. И хорошо нам, конечно, помогал сварщик Сергей. К сожалению, он уезжает на материк, наш помощник уезжает. Ну, в принципе, в основном все работы, которые мы хотели сделать, мы, можно сказать, почти сделали. Осталось вот мелочь, ну, украсить там, обить немножко с улицы дом этим сайдингом красным, потому что они тут у нас сильные собаки поразбивали пластик. Сделаем красиво, железом обошьем. Нам сделали будки, 10 будок по гранту. Вот мы выиграли 10, вот еще 2 нам остальные довезут. Поэтому у них теперь у всех есть койко-место. Кто хочет жить на улице, во дворе, кому жарко в помещении. И вот самое счастливое время наступило, когда мы 5 лет назад, было минус 40, и мы кормили, у нас эти руки замерзали. Бедные животные, мы бедные, тоже несчастные. Метель забивала все щели в этом же здании. А теперь нам жарко. Мы даже теперь выключаем собакам теплый пол, потому что им жарко в помещении. Еще хочу сказать, как говорят, глаза боятся, руки делают. Не надо бояться добрых дел. Присоединяйтесь, подключайтесь. Если вы даже в разных городах, в каждом городе есть приют, и всем нужна помощь. Не сможете нам помочь, мы, конечно, ждем от вас, от всех помощи нашему приюту. Помогайте тем приютам, которые рядом. Собаки все одинаковые, они все любимые, и мы за них в ответе. Вот посмотрите, у нас тут теперь какая красота. Посмотрите, перестановка, спальные места. Это все у нас Галина Геннадьевна, наш рабочий по уходу за животными, перестановки сделал. Ой, теперь тут спальные места, как в детском садике или в санатории. Вот, красота, чистота. Вот, говорю, даже мы уже пол стали не всегда включать теплый, потому что это уже теплое помещение. И я еще хотела сказать, поблагодарить, ну, что некоторые семьи вот взяли у нас собак, которые вот в нашем поселке. Потом одну собаку увезли в Барнаул давно уже, 3 года назад. И мы все время переписываемся, и мы видео скинем, как они благодарят нас за эту замечательную собаку. Очень любят. Поэтому иди сюда, иди, не бойся, иди скорее. Балушечка, иди, боится.
Очень любят. А сейчас вот Фокса, вот был фильм это раньше про Фокса, семья взяла, господи, сейчас прислали фотографии. У него такие ботиночки модные, ходит в ботиночках. Поэтому я, конечно, не хочу сказать, что вот только в Европе и все, и там замечательные люди. Есть у нас замечательные люди, хотелось бы, чтобы было больше. Хотелось бы, чтобы не обязательно отправлять в Европу, это для нас очень затратно, очень дорого. И у нас душа болит, как они, что. Вот я вам скажу, 36 собак. Мы с семьями переписываемся, мы с этими семьями дружим. И не надо никогда говорить на опыты какие-то, как начинают там, что у нас, вот куда вы их отправляете. Вот. Мы их не продаем, мы им отдаем, и половину дороги оплачиваем сами. Это пожертвования населения свои. Вот спасибо, конечно, вам всем за эти пожертвования. Они там, собаки, счастливы. Самое лучшее было, должно быть, чтобы они счастливы были здесь, в семьях. Они очень любят людей, детей. Некоторые, конечно, побаиваются детей, но это те, которые к нам поступили, если дети их обижали. Это две у нас такие собачки есть. Ничего, я думаю, привыкнут. Вот эти вот трусишки, хотим их приручить. Это мы вообще счастье, эту собаку вообще в этом... Как правильно сказать? В общем, если бы машину завели, то она бы погибла. Она где-то в какой-то мотор залезла, в общем, пряталась, грелась. Хорошо, водитель увидел ее, маленьким щенком принес. Ее и брата. К людям очень хорошо относятся. Вы знаете, даже если они друг с другом ссорятся, то человека они заобнимают, зацелуют и слушаются, понимают, все понимают. Говоришь, подожди немножко, сейчас пойдем гулять. Ой, как они любят гулять. Вроде бы во дворе живут. Но если это скажешь, что гулять, все выстраивается к этой калитке и нервничают. Прям возьми меня, а нас не хватает. Мы уже вас даже просим, просто приходите погулять. Мы уже сами уберем, мы абсолютно не брезгуем вымыть полы. Люди сами за собой должны убрать, а собаки они за собой убрать не могут. И мы уберем, мы там, не знаю, все переделаем. А вы только возьмите на поводок и погуляйте с ними. Дайте им праздник. И, конечно, очень прошу, сейчас зима, очень прошу, приходите снег чистить. Это невозможно нам, я не знаю, мы уже, наверное, вместо гантелей там уже мышцы накачаем, этот снег собирать. Так люди приходят, помогают? Мало. Нет, да? Не приходят. Если честно сказать, уже прям в эфир, товарищи, давайте не лениться. В телевизоре вы нового ничего не увидите, а здесь вы себе позитив получите, радость, здоровье вам прибавится от общения с животными. Приходят, постоянные, которые, несколько человек, они волонтеры. Детки приходят, сейчас, может быть, холодно было, родители их не пускали. И у нас теперь в определенное время мы детям разрешаем, только с разрешения родителей, чтобы записку написали, чтобы никаких претензий не было. И наши постоянные волонтеры, Анюта, она у нас уже официальный волонтер, диплом получила, благодарственное письмо. Аня, тебе письмо передали? Да. Она умница, помощница, такая помощница. Я порой не справляюсь, как они как мне говорят, что сильно мягко, я их то обнимать, то целовать, они теперь на голову сели. А Анютка тоже их безумно любит, они ее слушают, они ожидают. Она и Маша, это вообще, они и жизнь, наверное, посвятят животным. Ань, да, ты тоже определилась уже, что ты будешь кем там? Стоматологом? Я думала, все-таки ты ветеринаром будешь. Нет. Найда, сейчас хочу немножко еще Найда без лапки. Помните, интервью было?
Она сейчас в Калуге. Она была в Ярославле, вот, еще в одной передержке. Ну, там тоже передержка типа нашей, вот, ну, как общежитие. А сейчас ее взяли в семью на передержку, потому что сейчас ее будут стерилизовать. И что? Ей сейчас зубы лечат, там стоматолог, вот в стоматологическую клинику. Говорят, а что-то у нее зубы поломанные, она старенькая. Не, она не старенькая, ей 2 года. А как вот вы думаете, в лес она попала, завезли? Хочу вот опять сказать, может быть, это интервью когда-нибудь эти хозяева, бывшие Найды, услышат. Завезли в тайгу глухую, это 500 километров от их поселка Айхал. Как она бедная, где она там скиталась, попала в капкан. Когда ее вышла она на дорогу, вот там, она у нее вместо лапы, ноги была косточка, просто голая кость. И вот тут, спасибо, люди собрали суммы, все, сделали операцию. Врач даже отказался, вот тоже спасибо ему, он не взял денег за саму операцию. Пошли вот на лекарства, потом ее реабилитацию, лечение. Вот, потом отправили мы, когда она выздоровела, отправили в Москву на передержку. Сейчас ищут семью. Ну, получится, наверное, в Бельгии или в Германии. Но пока она вот на передержке в Калуге. Вот. И там до того хорошая собака, как они пишут, она в передержке в семье. Там вот несколько собак. Говорит, это необыкновенная собака, видно, что домашняя. Вы понимаете, ну вот что людям не хватало? Она все команды знает. Она знает, где ей лечь, она знает, где гулять, она знает, что нельзя ничего такого без разрешения брать. Это супер собака. Теперь она инвалид без лапы, но, слава богу, она живая. И это же заведомо было увезти, чтобы она просто страшной смертью погибла.